Без мигрантов Таджикистан загнется, так почему правительство не защищает наших граждан за рубежом, особенно в России, в это сложное время? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Чистый приток денежных переводов в Таджикистан в 2022 году оставался ключевым фактором, который стимулировал экономический рост, достигнув исторического максимума в 49% ВВП, говорится в докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана. Согласно официальным данным, объем ВВП республики в 2022 году достиг почти 116 миллиардов самани, это 10,5 миллиардов долларов. Соответственно, приток денежных переводов превысил 5,2 миллиарда долларов, что является рекордно высоким объемом для республики. До этого наиболее высокий приток денежных переводов был зафиксирован в 2014 году – около 4,2 миллиарда. Авторы доклада отмечают, что переводы мигрантов являются важным источником сокращения бедности в Таджикистане. Домохозяйства сообщают, что более 80% денежных переводов используются для приобретения продуктов питания и около 10% для удовлетворения других основных потребностей, таких как здравоохранение, жилье и образование. Остальные используются для сбережений, для погашения долгов и для других целей, говорится в публикации. Это, по мнению аналитиков Всемирного банка, свидетельствует о том, что бедность в Таджикистане была бы намного выше без денежных переводов. Опросы таджикской статистики показывают, что от 22 до 30% общего дохода домохозяйства приходится на денежные переводы, более 90% которых поступает из России, подчеркивается в докладе. Специалисты Всемирного банка полагают, что Таджикистан остается одной из самых зависимых от денежных переводов стран в мире. Они подчеркивают, что около 1 миллиона таджикских мигрантов работают в России, в основном в сфере строительства и розничной торговли. Отметим, что данные по денежным переводам официальными структурами Таджикистана не предоставляются представителям СМИ. Как вы относитесь к такой ситуации, особенно к тому, что Эмомали Рахмон на многих заседаниях хвастается тем, что экономика растет, цифры только возрастают, но по факту это все благодаря нашим гражданам, которые адским трудом работают за рубежом и присылают деньги своим семьям, которые еле выживают в Таджикистане, ведь внутри страны не так много хорошей работы, которая реально высоко оплачивается и за которую действительно можно прокормить свою семью. Но при этом всем сейчас наши сограждане переживают не самые лучшие времена в России, когда подвергаются нападкам правоохранительных органов. Их часто избивают, забирают документы, депортируют, нарушают все их возможные права. И при этом правительство Таджикистана практически никак не реагирует. Они посылают какие-то запросы объяснить ситуацию, но реальных каких-то действий нет. Как подвергались наши сограждане избиениям, так и продолжают. Так почему же они не защищают основной ресурс, который предоставляет деньги в нашу казну? Разве так должны заботиться о наших согражданах? Как вы относитесь ко всей этой ситуации? И как вы думаете, может ли правительство повлиять на эту ситуацию, которая сейчас происходит с таджиками, да и со многими мигрантами в России? Напишите, пожалуйста, свое мнение. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.